С понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш. Здравствуйте, в эфире программа «Персонально ваш». У микрофона Максим Курников, а «Персонально ваш» сегодня писатель Игорь Савельев. Здравствуйте. Добрый день. Давайте мы с вами сегодня начнем, как это принято говорить, там, с breaking news, да, то есть новостей, которые пришли только что, и начнем все-таки с федеральной темы. Дело в том, что мы, когда в прошлый раз были в этой студии, довольно много говорили о так называемом театральном деле, о Кирилле Серебренникове. Вы рассказывали, что вас это беспокоит, что вы на это смотрите, что для вас это важная веха, да, и там, важный маркер того, что происходит в стране. И вот буквально незадолго до того, как вы сюда к нам пришли, стало известно, что его арестовали, и что это, в общем, повернулось все гораздо серьезнее, чем, в общем, даже представлялось, наверное, еще 2 недели назад. Как вы это расцениваете? Это какой-то сигнал? Это что-то такое, на что стоит обратить внимание? Или это, в общем, логичное продолжение того, что было? Да нет, это что-то довольно странное, потому что понятно, что как бы история вокруг Серебренникова, она не была чем-то из ряда вон, потому что разные театры, разные творческие проекты прессуют как бы по-разному, но это все не переходило определенных границ. Сейчас человек попал за решетку. По-моему, таких прецедентов все-таки у нас не было во всей нашей богатой истории. По крайней мере, с такими известными режиссерами, да? Ну да, вот. Поэтому как бы это довольно странно. Но, с другой стороны, я сегодня читал мнение коллег о том, что это было следственным органом известно заранее, и с этим якобы был связан отмена премьеры балета «Нуриев», потому что кто-то уже знал, что в этот момент Кирилл Серебренников будет находиться в заключении. Ну, в конце концов, он свою миссию уже выполнил на тот момент, когда премьера должна была произойти. А тем не менее, у нас же страна сигналов. Какой сигнал посылается и кем? И кому? Я понятия не имею. Кем, на самом деле, в отличие от каких-то процессов, которые там происходят там вокруг Башнефти, еще где-то, где, в принципе, расклад игроков примерно понятен, в культурной сфере он достаточно запутан, потому что есть какие-то одиозные фигуры профильного руководства, типа Министерства культуры, Мединского, есть какие-то непонятные общественники, есть люди типа Поклонской, за которыми там все гадают, стоит за ними какие-то, допустим, церковные силы, или это просто какое-то творчество масс, да, за ними. И как бы на самом деле тут никто ничего не понимает, и кто стоит за арестом Серебренникова, мне, по крайней мере, тоже непонятно, и какие к нему могут быть вопросы юридические, мне тоже не ясно. Игорь, но тем не менее, если мы вот продолжим тему сигналов, да, вот есть такой политолог Валерий Соловей, который уже успел в Твиттере это прокомментировать, он сказал, что это сигнал творческой элите, что остаться в стороне от этой предвыборной кампании будет нельзя, и нужно поддерживать кого нужно, а кого не нужно поддерживать, не нужно. Нет, мне кажется, что это немножко сигнал не туда, потому что понятно, что творческая элита не будет поддерживать того, кого нужно, по мнению... Почему? После таких сигналов, может быть, и одумается. Вот вам не стало вот понятно, кого сразу нужно, а кого не нужно? Не стало понятно. Мне кажется, что все-таки это какая-то история немножко другого плана, потому что понятно, что человек, который получил премию Каннского фестиваля там, в прошлом году и так далее, то есть, что это прежде всего какая-то экспортная история. На самом деле скандалы вокруг уголовного дела Серебренникова, они вызвали гораздо больший ажиотаж на Западе, в кругах близких к Каннскому фестивалю, тому же, нежели у нас. Вот, и когда человека арестовывают и находят заключение, то есть это поднимет большой международный шум. Я думаю, что как бы это значительно важнее для властей, чем то, что происходит в творческой элите здесь. А вот что я хочу понять. Вот вы привели в пример как раз процессы по нефтянке, например, то есть по деньгам, да? Там понятно, что люди делят. Там понятно, что люди делят конкретные предприятия, там люди делят конкретные месторождения, наверное, да? Какие-то большие финансовые потоки. А история про театральное дело – это история про деньги или про идеологию, на ваш взгляд? Мне кажется, это история больше про идеологию, потому что деньги там, конечно, какие-то есть, но, в принципе, во-первых, они не такие большие, во-вторых, все про них более-менее известно. То есть, когда начиналось дело Серебренникова, было уже известно, сколько миллионов там, когда, кто ему выделил. Там шли дискуссии, поставлен спектакль, не поставлен, но, в общем-то, это как бы какие-то конкретные суммы, которые очевидны, и тут какой-то вопрос передела каких-то средств не стоит, потому что эти все средства на виду, и они не очень большие.
Ну вот опять же, возвращаясь к тому, как будет реагировать сообщество творческое вообще, это да, и писатели, и поэты, и драматурги, и режиссеры. На ваш взгляд, возможно ли в России какая-то консолидированная какая-то позиция по этому поводу среди творческой элиты? Или нет никакой творческой элиты, а есть какие-то группы людей, которые еще и друг с другом не находят общего языка? Консолидированная позиция, я думаю, безусловно, возможна. В общем-то, здесь нет никакой сложности, потому что зависимость творческой элиты от каких-то вещей, там, связана с господдержкой, она, на самом деле, сильно преувеличена, она разная для разных как бы направлений, то есть для кино, театра она побольше, там, для литературы, там, музыки она поменьше, но, в общем-то, она как бы не настолько сильна, чтобы люди все вмиг заткнулись, думая о том, что я там завтра не получу грант или там что-то еще. Вот, на самом деле, как бы оппозиционные настроения в этой среде достаточно сильны, а уж такой повод, как арест Кирилла Серебренникова, я думаю, он как раз всех, ну не то что сплотит, но, в общем-то, какая-то консолидированная позиция, она будет, потому что, в отличие от многих дел, связанных с посадками, там, начиная с Pussy Riot, заканчивая чем угодно, там какая-то была неоднозначность, люди по-разному трактовали. Здесь, в общем-то, по-разному трактовать особо нечего, вот, поэтому я думаю, что эта позиция будет, но другое дело, на что она повлияет, и люди, которые сажали Серебренникова, они не могли не знать, что эта позиция будет, и тоже это учитывали. Но вот для вас история с Матильдой и история с Серебренниковым – это одна и та же история? Или это две истории параллельные, не связанные между собой, например? Мне хотелось бы думать, что они параллельно не связаны между собой, потому что если как бы они связаны между собой, то значит надо как бы представить себе определенную, ну не то что теорию заговора, но, допустим, какой-то центр силы, центр власти, который настолько серьезно озабочен вопросами там, искусства, художественного творчества и каких-то идеологических вопросов в этой области, что он идет на такие меры разными путями, то есть там Серебренников, Матильда и так далее. Вот, потому что на самом деле за последние там, 15 лет, сколько Путин находится у власти, утвердилось такое отношение властей к искусству как к сфере достаточно маргинальной в плане влияния на общество. То есть, в общем-то, никому не было всерьез интересно, что пропагандируют там режиссеры, писатели и так далее. Вот. А если смотреть на все эти процессы с как точки зрения какой-то скоординированности, то получится, что, в общем-то, есть влиятельные люди, которые считают, что это достаточно сильная какая-то. А вот просто мне, опять же, от вас это интересно услышать как от писателя, ведь писатель, наверное, иногда придумывает, иногда для него очень важно, да, понимать мотивацию тех или иных действий там, своих персонажей, например. Он ее понимает. Да? Вот мне что интересно. Владимир Путин, как слили какие-то источники, сказал, что следователи, которые завели дело на Серебренникова, дураки какие-то. Дураки, да. Да? Потом, соответственно, делаются какие-то заявления, типа не нужно никому указывать, кому что ставить. Да? Это, в общем, это ответственность режиссера, там, это ответственность творца, а не чья-то там. Или, например, делаются заявления, что-то типа, зачем вы там, сажаете людей, которые не могут, которые явно не собираются бежать и не могут оказать влияние на следствие. И получается, что все делается наоборот. На ваш взгляд, Путин – это такой лицемерный правитель, который говорит то, что хотят слышать, а на самом деле делает то, что ему нужно, или просто система и силовики, как раз, которые были во многом причиной творческого исследования, точнее, объектом творческого исследования Кирилла Серебренникова, да, силовики, вот эта группа, они уже настолько самостоятельны, что слова Путина для них абсолютная ерунда. Ну, тут могут быть... Вот по-писательски, вот да, вот мне интересно, мне как кажется, что это все-таки более хаотичная какая-то система, где как бы есть люди, заинтересованные в том, чтобы там, посадить того же Серебренникова и так далее. И я не уверен, что... Я не очень понимаю, какие мотивы ими движут, потому что, ну, какой вред там действующей власти мог оказать режиссер Серебренников, находясь на свободе, ставя фильмы типа там «Ученик», то, что вот в прошлом году вышел, или спектакль типа «Нуреев». Но его увезли со съемок фильма о Цое, между прочим. Ну да. Какую это имеет значение, как вы думаете? Я думаю, что как бы нет. То есть какая-то хаотическая система, а что касается слов Путина, то, в общем-то, он
Ну, мне кажется, что по темам, которые не являются для него ключевыми какими-то, он как бы немножко не то что равнодушно к нему относится, в общем, как-то как зеркало, он транслирует какие-то точки зрения, которые как бы его... То, как его спрашивают, он говорит то же самое. Евгений Миронов спросил его про Серебренникова в определенном ключе, он ответил ему, что это как бы дураки. То есть он, ну, в каком-то смысле не задумываясь, как бы выдает то, что от него хотят услышать ситуационно по каким-то вопросам, которые для него не имеют принципиального значения. Ну, то есть это ближе к лицемерию, чем к неуправляемости системы? Ну, это ближе к равнодушию по каким-то моментам, но, в принципе, наверное, на неуправляемость системы это тоже отчасти похоже. Угу. Тем не менее, вот возвращаясь к теме того, насколько сообщество объединится, не объединится, кто, на ваш взгляд, здесь будет играть большее значение? Какая-то московская там, да, тусовка, которая вот сейчас, я не знаю, пойдет к театру, например, или что-нибудь в этом духе? Или как раз важно показать, что и в провинции есть люди, которые готовы как-то объединиться, написать какое-то письмо, я не знаю. Что, как вы себе это представляете? Насколько вас это трогает? Насколько вы считаете, должны поучаствовать в каком-то общем выражении мнения здесь? Нет, меня это, безусловно, трогает. Я считаю, что, конечно, те, кто разделяет такую точку зрения, они должны поучаствовать, но я не считаю, что голоса там из провинции могут быть как-то особо услышаны. Здесь есть две какие-то силы. Это как бы некая такая креативная среда там, зрителей того же Серебренникова, которая уже собиралась там на митинг перед театром и, видимо, сегодня соберется снова. И это деятели искусства, которые являются достаточно влиятельными людьми, которые могут там где-то что-то выступить, там люди типа там Миронова, Хаматовой, которые там как бы что-то говорят, они на самом деле однозначно высказывались, видимо, будут высказываться по этой проблеме, и как бы, может быть, власть услышит их, другое дело, что она сделает, не очень понятно. Я вот что хочу уточнить, как вы думаете, а сколько людей вот в процентном соотношении в стране и в процентном соотношении в Башкортостане вообще знают фамилию Серебренников? Для какого количества людей это имеет значение? Ну, я думаю, что 20%, наверное, знает фамилию Серебренникова. Вот, но вот это вот распространенное мнение о том, что широким массам неинтересно совершенно какие-то вещи, связанные там с культурой, с каким-то вообще... Так, может быть, кто-то поддерживает даже? Нет, ну, безусловно, на самом деле, как бы представление это о том, что люди смотрят вот эти Первый фразы. канал, и им больше ничего не интересно, оно немножко устаревает, потому что как бы какие-то замеры, какие-то ситуации там, они показывают, что, в общем-то, на самом деле людям это все интересно, и как бы иногда внимание к каким-то вещам, которые казались совершенно маргинальными, оно вдруг оказывается очень большим. О том, что показывает телевидение, мы еще поговорим сегодня, особенно башкирское спутниковое телевидение, но чуть попозже. Возвращаясь все-таки к теме взаимоотношения культуры и власти, забавно, что все это происходит на фоне того, как начинается такая вялотекущая кампания Владимира Путина, и она часто связывается с лозунгами типа «поиск образа будущего», да, обращение к молодежи и так далее. Вот насколько, на ваш взгляд, такие вещи, как с Серебренниковым, это координируются с этим, или это как какие-то разнонаправленные векторы? Ну, мне кажется, что вот эта вот кампания за там, 4-5 срок Владимира Путина, как считать, вот, ну, всем понятно, что это, видимо, последняя кампания, и я не думаю, что будет 6-й срок. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что как же мы будем жить тогда? Как вы представляете себе образ будущего? Да. Что такое Россия без Путина? Ну, это... Я совершенно легко себе это представляю. Это нищета, кругом разруха, что? Да нет, войны бесконечные. На самом деле, как бы ничего, может быть, даже глобально не поменяется, но какая-то сменяемость власти произойдет, и будет там, ну, может быть, как к Путину будут относиться, как, допустим, к Брежневу относились в конце 80-х годов. Но, в общем-то, мне кажется, что это все-таки возможно, не требует каких-то глобальных переворотов.
там экономических, политических и прочего. Но все-таки я по поводу этой направленности и встречи с молодежами, тут один молодой человек сказал, что надо все-таки как-то цензурировать, но так дальше нельзя, да, ну что это, никакой духовности. Ту творческую продукцию, которую выпускают наши творческие кадры, спектакли, книги и прочее. А Владимир Путин, как всегда, ответил так, чтобы никого не обидеть, но сказал, что надо, наверное, в творческом сообществе выработать какие-то правила, и чтобы они сами себя, значит, там как-то... слово цензура, наверное, он не употребил, я уж сейчас цитату вам не приведу. Так, на ваш взгляд, насколько вы готовы вообще к тому, чтобы что-то цензурировать? Слышали ли вы о тех кейсах, которые уже происходят, да, и с фильмами зарубежными, когда там, например, белорусов меняют на боснийцев, например, чтобы никого не обидеть, когда там показывают диктаторов. Новость, в общем-то. То же самое было с фильмом «Парад» 15 лет назад. Да, но теперь и с книгами, да, например, гомосексуальные сцены удаляются из книг. Тоже не новость. Да, и это очень удивляет американских писателей. Вы сталкивались когда-нибудь с цензурой как писатель, и как вот вы думаете себя вести в таких случаях? Как бы несколько разных моментов. То, что касается книг, это чисто такие законодательные вещи, там, связанные с 18+, с этим целлофаном. Вообще, формально говоря, у меня книги все выходят в целлофане 18+, вообще не должен никак сталкиваться с этим, но единственное, что издательство перестраховывается, просит какие-то матерные слова и так далее. Вот, вообще, как бы литература очень мало сталкивается с цензурой, если речь идет о каких-то технических моментах, типа вот того, о чем я сказал. Вот, и мне кажется, что все-таки творческая среда, она не готова к полноценному нашествию цензуры. В принципе, как бы попытки властей как бы ввести ее, они, несмотря на то, что они усилились, они довольно разнонаправленные в разных видах искусства, они по-разному. В основном это связано с экономикой. Наверное, его могло бы и не быть, но, в общем-то, если мне хочется написать, я пишу то, что мне хочется. Вот. Можно же как-то держать себя в руках. А зачем мне держать себя в руках? Для этого есть редактор. Если он считает нужным, если я соглашусь, книгу можно отредактировать. А бывают ли моменты, когда вы говорите, нет, отсюда на это я пойти не могу? Бывают моменты, когда я говорю нет, но это не связано с матом в книгах. То есть какие-то моменты связаны с сюжетом, с какими-то эпизодами, там, спорим, но цензурных каких-то моментов именно у меня не было. Наверняка слышали о многочисленных инициативах, наверное, каждая Госдума отличается, надо запретить мат там, сям. Потом говорится уже 100 лет, как бы это не самое серьезная проблема. Если его запретят, не проблема. То есть будете писать просто без мата и все. Нет, я буду писать с матом, а дальше уже посмотрим, как это будет выглядеть на бумаге, как это будет распространяться и так далее. Я напомню, что мы в прямом эфире. Вы можете задать свой вопрос писателю Игорю Савельеву +7 927 304 10 51. Вы знаете, просто пока мы говорим о писательских вещах, и у нас не так много времени осталось до середины часа, я не хочу переходить к новостям Башкортостана, я хочу вас вот о чем спросить. Мне интересно, просто иногда обращаю внимание, что происходит с языком новостей в том числе, что происходит. И не могу не отметить новость, которая появилась сегодня практически во всех средствах массовой информации. Основная версия причины пожара в центре Ростова – это занесение постороннего источника зажигания. Представляете, какая формулировка, да? Я вот не читал об этом еще. Я знаю, что свалка. Дело даже не занесение постороннего источника зажигания. Вы обращите внимание, что происходит с языком новостей, с языком официальных лиц. Вас это как-то волнует или вам кажется, в общем, нормальный процесс, можно так говорить, занести? Почему не поджог, а занесение постороннего источника зажигания? Да нет, на самом деле здесь миллион каких-то моментов, причин, почему там в новостях что-то вынуждены говорить, то есть это там какие-то юридические моменты, там не арестован, а задержан, да, это какие-то моменты, связанные даже с, допустим, с попаданием новостей в какие-то агрегаторы, там не должно быть запятых в заголовках, из-за чего рождаются какие-то дикие конструкции. То есть с языком в этом смысле происходит много чего, но я к этому отношусь более-менее спокойно, потому что я понимаю, что есть какие-то моменты, которые... Мне кажется, что это осознанно формулировка, выбрана МЧС, для того, чтобы не назвать это там поджогом, да? Да, конечно. Естественно, каждое ведомство стремится. У нас очень долго, когда какая-то котельная взорвалась, говорили, что это не взрыв, а хлопок, потом взорвалось что-то еще, это снова оказался хлопок. То есть, как бы вот эти моменты, они как бы постоянно присутствуют, чтобы какие-то негативные слова меньше... А каким словом вы для себя определяете то, что произошло в Сургуте? Что именно произошло в Сургуте? Это нападение с ножом. Это террористический акт на 7 человек, да, и, соответственно, эти... Видимо, раз нападение
на 7 человек, это, видимо, террористический акт. Ну, вы же знаете, что, в общем, наше телевидение не собирается называть это терактом. Вот эта борьба за слова, насколько она важна, на ваш взгляд? Насколько она имеет смысл, насколько она влияет? Ну, как человек, занимающийся литературой, я могу сказать, что значение слов не стоит преувеличивать. Вот, поэтому, я знаю, что такие моменты есть, стараются избегать слов там теракт и так далее, но, в общем-то, я к этому отношусь достаточно спокойно. Мы сейчас прервемся на московские новости. Я напомню, что у нас в гостях писатель Игорь Савельев. Вы можете присылать ему вопросы номер +7 922 878 24 44. После новостей мы вернемся в студию. Никакого секрета. Мы говорим все, что знаешь. Радио «Эхо Москвы». В Москве 13 часов 30 минут. Новости на Эхе. Режиссер Кирилл Серебренников не будет участвовать в никаких следственных действиях до того, как его адвокат не вернется в Москву из Владимира. По словам защитника режиссера Дмитрия Харитонова, в срочном задержании его подзащитного не было никакой необходимости. До этого он всегда ходил на допросы. Напомню, Серебренников был взят под стражу в Санкт-Петербурге, затем этапирован в столицу. Ожидается, что уже сегодня суд в Москве изберет ему меры пресечения. Серебренникова обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о хищении 68 миллионов рублей, которые были выделены государством на проект «Платформа». Замглавы Министерства культуры Александр Журавский сказал ТАСС, что у них нет никакой дополнительной информации по этому делу. Я думаю, что если задержали, значит, соответственно, есть какое-то правовое решение, которое предусматривает такую меру. Что касается Министерства культуры, то мы и раньше, и в прежних этапах оказывали содействие правоохранительным органам в предоставлении всех материалов, которые у нас были по этому вопросу. На данный момент этих новых вопросов нет. Ранее показания против Кирилла Серебренникова дала бывшая бухгалтер 7-й студии Нина Масляева. Кстати, сегодня источники Интерфакса сообщают, что показания своего бывшего шефа дали другие его коллеги по 7-й студии. И произошло это якобы после того, как сам Серебренников дал показания на своих коллег. Следственный комитет начал проверку по факту гибели мужчины в результате пожара в Ростове-на-Дону. Его тело обнаружили сегодня при разборе завалов. Возгорание в частном секторе возникло накануне днем. Лишь сегодня утром удалось ликвидировать открытое горение. По последним данным, огонь уничтожил около 120 строений. В основном это жилые постройки. За медицинской помощью обратились около 60 человек. Не исключается версия поджога. Во всей Ростовской области введен режим чрезвычайной ситуации. В регионе сохраняется сложная обстановка, в том числе из-за лесных пожаров. Федеральная антимонопольная служба дала большой четверке операторов связи время до конца года на отмену роуминга внутри страны. В сообщении ведомства говорится, что они должны будут предоставлять отчет в ФАС каждый месяц. Утверждается также, что все операторы выразили готовность исполнить предупреждение и снизить тарифы. Россия даст Белоруссии кредит на $700 миллионов. Он пойдет на погашение долга Минска перед Москвой. Согласно официальным сообщениям, белорусская сторона будет погашать этот долг в течение 10 лет. Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл с необъявленным визитом в Ирак. Как передает Рейтер, он должен обсудить с лидерами страны дальнейшую борьбу с радикальными исламистами. Ранее сообщалось, что армия Ирака начала наступательную операцию в Таль-Афаре. Это последний крупный иракский город, который занят боевиками запрещенной группировки «Исламское государство». В начале прошлого месяца власти Ирака объявили о победе над ИГИЛ в Мосуле. Официальный курс доллара на завтра известен: 59 рублей 4 копейки, евро, соответственно, 69 рублей 59 копеек. И о погоде сейчас в Москве плюс 28 градусов. Сегодня до конца дня осадков не обещают, а вот завтра днем плюс 24-26, дождь, гроза и, возможен, местами град. Марина Старостина, служба информации, Эхо Москвы. Реклама. Все, чем живет и дышит башкирская благосфера. Каждый четверг в 14:35 на радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе. Павел Степанов и Анна Яни расскажут вам главные новости социальных сетей. Телефон рекламной службы «Эхо Москвы» в Уфе. 216 35 99. Будет реклама, будет и эхо. На то мы и партнеры. В Уфе тоже есть люди, у которых есть особое мнение о том, что происходит. Более того, в Уфе есть люди, которые не боятся высказать его вслух. По будням, кроме пятницы, эти люди приходят на «Эхо Москвы» в Уфе и отвечают на ваши вопросы. Слушайте программу «Персонально ваш» с понедельника по четверг в 15:10. Персонально ваш.
Продолжаем программу «Персонально ваш». Я напомню, что «Персонально ваш» сегодня Игорь Савельев, писатель. И напомню, что есть номер для СМС +7 927 304 10 51. Давайте теперь опять к другим новостям, которые произошли буквально вот только что. Около часа назад прокомментировало башкирское спутниковое телевидение то, что произошло на их канале. Дело в том, что в одном из репортажей появился звуковой ряд с митинга как раз за отставку Хамитова. Буквально там на сюжете по какому-то из учреждений социальной сферы была такая звуковая дорожка: 1, 2, 3, Хамитов, уходи. И, соответственно, это все вот так вот вышло в эфир. На сайте БСТ, вот я сейчас читаю, да, произошел умышленный взлом нашей системы, говорит директор ГУП-ТРК Башкортостан Рустам Зарафудинов. В настоящее время в компании проводится тщательная проверка, устанавливаются все обстоятельства данного ЧП. Мы обратились за помощью в правоохранительные органы, то есть все, да, серьезно, которые также активно подключились к данной ситуации. Телеканал «Башкирское спутниковое телевидение» приносит свои извинения зрителям за технические неполадки и уверяет, что виновные обязательно будут установлены и привлечены к ответственности в соответствии с законом. Я отмечу, что, в принципе, о том, что мы узнали о таком эфире, прям, скажем, БСТ, в общем, круглыми сутками не смотрим, но об этом написал сайт про Уфу и даже выложил запись того, как это происходило. Сами там представители БСТ не сказали, какая именно была техническая неполадка. А что для вас вот важного в этой новости? Что вы для себя из этого отметите? Ну, как бы то, что проделано на эфире башкирского спутникового телевидения, это как бы по-своему смешно, но, в общем-то, довольно глупо, на мой взгляд. Вот, то есть это такое... Ну, смотрите. Как бы креатив бьет ключом, с одной стороны, конечно. Мы прямо понимаем, что аудитория БСТ, ну, там не такая большая, да, наверное, сейчас некоторые интернет-сайты побольше... Ну, трудно судить. Ну, хорошо, в любом случае, это не какая-то там аудитория, там, самая оппозиционная. Для чего? Вот для чего такие акции проводятся, на ваш взгляд? Что люди, которые вот это сделали, а это явно было сделано умышленно, да, не просто какой-то там кусок ворвался в эфир, а именно 1, 2, 3, там, Хамитов, уходи. На ваш взгляд, это произошло почему? Это произошло потому, что люди, которые это сделали, получили возможность это сделать и как бы не придумали ничего умнее, кроме как сделать вот так. Это говорит что-то о более системе? осмысленное. О системе чего? О том, как система сейчас работает, насколько она уязвима. Это, в общем-то, ни о чем не говорит, на мой взгляд. То есть, как бы понятно, что любая техническая как бы, какая-то цепочка, в данном случае является новостной эфир на башкирском спутниковом телевидении, она имеет какие-то уязвимые места. Вот, и когда кому-то попадает доступ к этим уязвимым местам, то есть, ну вот получилось то, что получилось. На мой взгляд, как бы эта акция довольно бессмысленная. Единственное, что она как бы заставила о себе говорить и лишний раз, может быть, напомнила о каком-то оппозиционном движении, например, о том, которое организовывал этот митинг. Вот. Ну и, на мой взгляд, сайт про Уфу тоже как бы попал в странное положение, потому что его журналисты снимали телефоном. Если это был их ролик, то они снимали прямой эфир, кто-то знал, кто снимал, да? Ну да, по крайней мере, на сайте про Уфу выложено без пояснений, откуда они взяли эту запись. Что как бы намекает. Да, и как бы сам по себе заголовок о том, что телеканал БСТ призвал к отставке Рустема Хамитова, он тоже как бы, его форма говорит о том, что они как бы в этом каком-то кураже, как минимум, ну не то что участвуют, но скорее всего. Исходя из того, как вы себе представляете, как вы знаете, да, как работает система власти в республике в том числе, насколько там вот на горе отнесутся серьезно к этому происшествию, насколько для них это болезненная вещь или, в общем, ну, ерунда какая-то? Ну, вообще это, конечно, по сути не больше, чем ерунда какая-то, но, возможно, к этому отнесутся болезненно и серьезно, потому что, ну, как бы, очень часто именно к таким мелочам относятся болезненно и серьезно. Я скажу, что приходят вопросы нашему гостю, +7 927 304 10 51. Владимир спрашивает вас. Добрый день. Как ваш гость оценивает творчество его коллеги, писателя Н. Старикова? Может ли он стать рупором поколения? Я не знаю, кто это. Может быть, это тот самый Стариков, который во многом идеолог Донбасс, Крым наш и всего такого? Ну, может быть и он, но как бы я очень плохо знаю как бы тот круг писателей, за исключением там некоторых имен, типа Захара Клепина, Сергея Шургунова. Вот, ну...
как оцениваю творчество? Не читал, но осуждаю, да? Нет, я не осуждаю. На самом деле, как говорил мама, пусть расцветают все цветы. Ну, потом он продолжал эту фразу, да, потом мы их все сорвем. Но я все-таки хочу тогда уточнить. Вот вас, как вы относитесь к тому, что делал Прилепин? Для вас это пример для подражания или нет? Нет, для меня это не пример для подражания, но как бы я не очень близко с ним знаком, но мне представляется, что как бы определенный авантюрный склад характера, я говорю это не с осуждением, а в таком, может быть, даже как бы таком, не то что положительном ключе, но как бы определенная такая склонность к какому-то остросюжетной жизненной модели, она как бы в нем присутствует и нашла такое выражение. То есть как бы я, в принципе, не удивлен тем, что он стал там не только одним из идеологов этой борьбы на Донбассе, но и одним из ключевых фигур. Еще одна тема, которая связана с республикой. Вот нам стало известно от одного из благотворительных фондов, что люди, которые болеют довольно редкой генетической болезнью, Хантер-синдром, это, по-моему, называется, они оказались без лекарств буквально там с августа этого года. Им в Минздраве сказали якобы, что нет у них средств на то, чтобы, в общем, эти лекарства закупать. Нам пока в Минздраве не прокомментировали ситуацию, поэтому мы пока не знаем их официальную позицию, вынуждены давать пока только ту позицию, которую нам известна. На ваш взгляд, о чем это? Вот, во-первых, насколько это может затронуть общество, да? Насколько это вызовет какие-то эмоции у людей, или, в общем-то, каждый сумеет это как-то на периферию своего информационного поля отодвинуть и сильно на эту тему не заморачиваться. Потому что понятно, что ведь это не единственная ситуация, да, не единственный вид болезни, по которой все это происходит. Сейчас пытаюсь вспомнить, мне кажется, что когда в Уфе была такая газета «Версия», когда я там лет 10 назад работал, я занимался примерно такой же историей, только единственное, там было другое заболевание. Угу. Вот, и я помню, что я ходил к Милане Скоробогатовой, если тогда она уже работала уполномоченным по правам ребенка, или она была на какой-то другой должности, занималась тем же. То есть, как бы я смутно помню, что 10 лет назад обсуждалось все то же самое, и, в общем-то, никакой общественной реакции это не вызвало. Я думаю, что эта история закончится тем, что как бы деньги тихо найдутся, и все. То есть, я не думаю, что такие темы способны прямо-таки возмутить общество сегодня. Почему так происходит? Потому что много как бы каких-то негативных факторов очень много вокруг. Вот. И как бы говорить о том, какой именно может затронуть, прям попасть в нерв, это очень сложно, это иногда происходит достаточно случайно. Нет, мне просто хочется понять, как это укладывается в голове. Опять же, к вам как писателю вопрошаю, да, когда представители этой же самой власти, с одной стороны, говорят, вы знаете, у нас все так хорошо с деньгами, у нас профицит 8 миллиардов, а потом в другую сторону, к тем, кто к ним обращается за деньгами, говорят, вы знаете, а денег нет. Представители власти в настоящий момент работа такая, говорит, что у нас все хорошо, что кризис у нас заканчивается и так далее и тому подобное. Вот, то есть, в принципе, понятно, что там денег нет не только на это, а если копнуть каждую отрасль, видно, что там денег нет ни на что. Вот, и поэтому как бы такая тактика латания дыр и какой-то публичной деятельности, хорошее имени при плохой игре, это, в общем-то, это универсальная ситуация, она не касается только там Минздрава или только вот этой когда мы показываем, что у нас профицит, мы таким образом показываем, в том числе и федеральному центру, что, в общем, мы не нуждаемся. Насколько это, на ваш взгляд, правильная тактика? Если говорить о том, какие регионы нуждаются, какие нет, то здесь есть раз и навсегда утвердившееся распределение ролей о том, какие регионы являются донорами, какие регионы являются потребителями каких-то средств. И на самом деле эта система очень консервативна, и как бы что бы ни происходило там с экономикой Башкирии, с экономикой Татарстана, они как бы находятся на каких-то позициях, возможно, позициях больше существующих в общественном мнении, но вот они этих позиций держатся, и представить себе, что завтра правительство Башкирии объявит, что у нас там дефицитный бюджет, и нам нужны средства, и это очень сложно себе представить. Про Татарстан такое уже несложно представить после их банковского кризиса. Тем не менее, вот. То есть, как бы все становятся заложниками каких-то ролевых
модели сложившейся. Еще одну историю попрошу вас прокомментировать. Дело в том, что, опять же, к нам в редакцию обратились жители одного из сел, точнее, там, потомки, да, расстрелянных в этом селе крестьян, которые в 20-е годы пытались не отдавать зерно по продразверстке, за что и были расстреляны, в общем, там. Был установлен памятный знак, который теперь глава села говорит, что вам надо его демонтировать или как минимум перенести на место расстрела. Это 400 метров от дороги, а они решили поставить его недалеко от мемориала погибшим в Великой Отечественной войне. Да. Мотивируют как раз те, кто устанавливал, тем, что, ребят, это самое главное событие в нашем. У нас, в общем-то, ничего такого и не происходило. Ну да, вот какие-то люди пошли воевать на войну, а вот и какие-то люди там, значит, положили свои жизни, потому что защищали там своих детей, свои дома от продразверстки. Что для вас в этой истории? Да? Где вы видите, здесь проходит этот конфликт, где проходит эта стена? Потому что чиновники говорят, вы знаете, мы-то, в общем-то, и не против, но это не должно быть возле памятника Великой Отечественной войны. Там такая фраза была сказана, что, типа, представляете, люди придут 9 мая и увидят это. Да? И, соответственно, формально они, в общем-то, правы, потому что нет никакого разрешающего документа на то, чтобы этот монумент там поставить. Вам кажется, как такие ситуации... Во-первых, насколько она типична, такая ситуация, насколько это типичный конфликт? Достаточно типичный. И самое главное, как это будет развиваться со временем? Ну, как бы эти конфликты, они лежат как бы в поле бессмысленных каких-то бессмысленных движений со стороны чиновников, в частности, потому что понятно, что на самом деле нет ни у кого никакого резона там выгораживать кого-то, кто 80 лет назад расстреливал жителей села и так далее. То есть, в общем-то, это все какая-то такая дубовая инерция просто мышления и дубовая инерция представления о том, что такое социальный оптимизм. Есть такая категория, которая очень важна для чиновников, что вот как бы все должно быть хорошо, и поэтому все, что связано там с расстрелами, с чем-то, это должно как-то оставаться на втором плане, быть где-то скрыто, подальше от глаз, поэтому как бы эта инерция существует очень давно, и если разобраться, никакого содержания за ней нет, потому что я абсолютно уверен, что чиновники, которые как бы этого требуют перенести памятный знак, на самом деле, если там их как бы разговорить, то выяснится, что никакой как бы прям такой мотивировки горячей это сделать на самом деле нет, просто вот как бы это действие в рамках какой-то существующей инерции. Вот, есть... Ну, мне, вот знаете, просто что непонятен. Мне непонятен этот какой-то, на первый взгляд, может быть, мне сейчас все объясните, я все неправильно думаю, какая-то шизофрения власти. Потому что, с одной стороны, власть топит за то, что Николай II святой, с другой стороны, она говорит не сметь ставить мемориалы против коммунистов и оставляет эти коммунистические памятники. Как власть живет с этой шизофренией? Или это совершенно не шизофрения, а наоборот рациональный подход? Это и не шизофрения, на мой взгляд, и не рациональный подход. Это просто как бы свидетельство того, что на самом деле как бы какой-то позиции по этим вопросам нет. Это просто какие-то ситуативные чисто действия, которые связаны с тем, что на самом деле власти глубоко фиолетов. Николай II и там какие-то советские ценности, символы и так далее. То есть, в принципе, как бы все озабочены чисто техническими, чисто текущими какими-то задачами, но в силу какой-то традиции, в силу какой-то инерции они изображают какую-то вот такую, условно говоря, духовность, поэтому как бы они считают, что они должны думать про Николая II, они должны думать про советское, как бы это на самом деле они ничего не думают, поэтому отсюда такие противоречивые какие-то сигналы. Почему инерция? Наоборот, Николай же, в общем, был такой фигурой, даже после того, как рухнул Советский Союз, даже в 90-е, в общем, к нему было очень противоречивое отношение. А с чего вдруг он сейчас стал чуть ли не самый главный святой у нас в стране? Он стал где же эта инерция? Самый главный святой для каких-то отдельных знаете, по упоминаемости святых, если бы мы, компания какая-нибудь «Медиалогия» проводила рейтинг святых по упоминаемости, Николай II, наверное, самый упоминаемый святой в России сейчас. Сейчас да, но это понятно. Но вообще, в принципе, если разобраться, я думаю, что как бы 90% тех людей, которые принимают решения, ничего не думают про Николая II, и совершенно у них нет никакой позиции святой, не святой. И поэтому как бы все попытки разобраться, там, была ли праведна его жизнь и справедливо снимать про него фильмы типа «Матильда», они наталкиваются на то, что
как бы как горох об стенку, просто на нежелание вообще об этом думать, этим заниматься. На самом деле, как бы корень проблемы в том, что никому не интересен Николай II, а не в том, что его считают святым. Вот. Хорошо, другая тема — Великая Отечественная война. Опять же, там, да, несколько десятилетий после войны никто 9 мая особенно не отмечал. А потом это превратилось в какой-то праздник, а сегодня это превратилось в главный праздник страны, вообще чуть ли не главный религиозный культ в стране, да, гораздо даже более важный, чем православная церковь. Это ведь тоже не по инерции, это ведь кто-то конструирует, и кто-то это делает. Я думаю, что праздник 9 мая занял место такого, ну, условно говоря, религиозного праздника, просто по причине отсутствия каких-либо других праздников, каких-то других вообще ценностей на этот статус, потому что оказывается, что, в общем-то, общество довольно-таки равнодушно. Оно равнодушно, на самом деле, к религиозным каким-то вещам, типа там Рождество у нас никто не отмечает, там, и так далее. В общем-то, по большому счету, все отмечают Новый год. Вот, то есть, как бы... Ну, и плюс разные религии. Да, интерес общества как бы к религии, ко всему он сильно преувеличен, и оказывается, что существует какое-то такое выжженное поле, и на этом выжженном поле действительно, кроме 9 мая, кроме победы, предложить нечего. Сейчас вступили на такое поле вообще какой-то идеологии, хотя идеология запрещена Конституцией, да, государственная идеология запрещена Конституцией, но так или иначе, в общем, никто не стесняется говорить, что мы все время вот хотим что-то там нащупать, мы хотим что-то там найти. Владимир Путин сказал, что государственная идеология в нашей стране — это патриотизм. Да? А насколько вы вот здесь совпадаете во взглядах с Владимиром Путиным, насколько действительно патриотизм стал таким какой-то такой объединяющей силой, какой-то государственной идеологией? Ну и плюс ко всему, вот вы сказали, нет ничего такого, что могло бы сравниться с 9 мая, а как же космос и покорение космоса? И 12 апреля разве не могло стать таким днем, если бы государство взялось за пиар этого дела? Ну, как бы космос — это немножко все-таки не то, это все-таки... достижение, которое не связано с таким количеством жертв, не затронуло такой мере каждого там жителя страны. Зато этим гордиться легко и не вызывать никаких вопросов. Этим гордиться легко, но как бы какой-то сильной близости, видимо, люди в силу этого не ощущают к космическим достижениям. Ну, просто, знаете, сравнивая там 4 ноября и 12 апреля, когда вот новые праздники нашего времени, ну, где 4 ноября, простите меня, где эти поляки в Кремле якобы, и где космос? Ну, почему-то же на это не сделана ставка. Как вы это объясняете для себя? Почему? Ну, мне кажется, что космос просто никто не пытался делать какой-то такой заменой идеологии. В принципе, это отчасти логично, потому что космос, ну, это космос. Это, ну, какая-то сфера, связанная с достижениями высокими, есть чем гордиться, но говорить о том, что это каждый человек может близко к себе принять, наверное, сложно. Не знаю, потому что мне кажется, что Гагарин для каждого человека, кто старше 30 лет, это просто какая-то, ну, не знаю, более узнаваемая, может быть, для многих, чем я понимаю, но как бы я все-таки сравниваю не 4 ноября, а с 9 мая. Понятно, что как бы это события совершенно, явления какие-то совершенно разного масштаба, поэтому как бы говорить о том, что космос мог бы стать, а победа не могла бы стать, это как бы довольно сложно. Так значит, вы согласны с Путиным здесь, и патриотизм стал главной идеологией в стране? Ну, патриотизм в их понимании. Как я уже сказал, Путин часто говорит вещи, которые содержат в себе оболочку и как бы не содержат в себе большого концептуального смысла, потому что, как бы, ну, на самом деле эта фраза ничего не значит. Патриотизм — это естественное, хорошее явление для каждой страны. Вот как бы он есть везде, у каждого общества есть патриотизм, и говорит, что он стал идеологией, а значит ли это, что у других стран патриотизм тоже идеология? То есть, как бы это набор, в общем-то, каких-то очевидных вещей. Я не знаю, взломал ли кто-то сайт ГТРК, но там есть такой заголовок: башкирские программисты создали первое в мире приложение для изучения башкирского языка. Ну, кроме самой там анекдотичности, да, того, как это выглядит, хочу просто сказать, что для наших слушателей, может быть, они не знают, вы в газете «Московский комсомолец» написали как раз одну или даже несколько колонок, посвященную языку. По крайней мере, ко мне несколько раз в социальных сетях вот какие-то там долетали обрывки дискуссий вокруг ваших
Вокруг башкирского языка? Да, нет, именно вокруг того, что вы написали, да, по поводу этого. На ваш взгляд, почему эта тема, которая, казалось бы, такая перманентно существующая, да, вошла в поле информационное там где-то, наверное, весной, летом, и не выходит совершенно? То есть она остается главной темой средств массовой информации, которые ориентируются на читателя, на слушателя, а не на заказ от там, государства. И даже государство вынуждено вот такие какие-то неуклюжие попытки выдавать, типа башкирские программисты создали первое в мире приложение для изучения башкирского языка. Мы же понимаем, что это реакция, да, на повестку? На самом деле я не очень понимаю, что именно такого в последние месяцы произошло с башкирским языком и изучением башкирского языка, что это все стали обсуждать. То, что стали обсуждать, это факт, правда? Да. Почему? Вот как вы это себе объясняете? Ну, может быть, это отчасти связано с тем, что там лозунги о языке, о национальной политике, они стали одним из аргументов борцов с Рустемом Хамитовым на всех этих митингах. Вот, может быть, они раскачали эту повестку. Вот, потому что действительно с языком ничего не происходит, и в этом смысле ничего нового нет, абсолютно ни одного нового слова не сказано в дискуссии о изучении башкирского языка в школах, хотя сейчас каждой газете, в общем-то, каждом телеканале региональном, каждой программе это все обсуждает. На самом деле, как бы дискуссия, она такая, не имеет никакого очевидного решения, и, в общем-то, там ничего нового не говорится. Вот, поэтому, как бы, я не знаю, я не очень понимаю, кто запустил всю эту тему. Вот, может быть, это просто, как бы одним из факторов, понятно, было там высказывание Путина о том, что языкам нельзя учить насильно, но не знаю. Чем было, в свою очередь, спровоцировано это высказывание, я уже как бы не уследил. Многие говорят, что это связано с ситуацией с Татарстаном. Вероятно, да, кстати. Так, ситуация с Татарстаном, она как бы более динамична, чем ситуация с Башкирией. Если с Башкирией и башкирским языком ничего не происходит, то с Татарстаном мы знаем, что сейчас принято решение, как я слышал, по тому, что договора особого с Татарстаном уже не будет, вот и какая-то ситуация там такая раскачивающаяся. А сегодня, на ваш взгляд, язык – это заложник политической ситуации вот в любой из такой республики? Да, конечно. Или это фактор, который, наоборот, сам по себе влияет? То есть... Нет, это заложник политической ситуации, то есть, в общем-то, это не новость. В 2000 году было определение Конституционного суда России по поводу татарского языка и его перевода на латиницу, который был запрещен, где было прямо открытым текстом увязаны все моменты, связанные с национальных языков, связывались как бы с государственной политикой, с тем, что у нас не может быть языков на латинской графике, потому что это нарушает целостность страны и так далее и тому подобное. То есть как бы это встроено в такую идеологическую систему, этого никто не скрывает. Вот. Что ж, я напомню, у нас в гостях был писатель Игорь Савельев, он отвечал в том числе на ваши вопросы, которые вы присылали по СМС. Напомню, что, в общем, мы, как всегда, завтра снова встретимся в программе «Персонально ваш» после 3 часов. До свидания. Счастливо. В полном контакте с информацией. Эхо Москвы.